Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллах. На прошлой неделе мы поднимали актуальную тему про тот больной орган, тот больной зуб на теле мусульманской уммы, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: мусульмане, верующие в любви друг к другу, в сострадании друг к другу, в милосердии друг к другу, они подобны одному телу. Когда один орган тела чувствует боль, страдает все тело. Лихорадит все тело. И мы говорили с вами про тот больной орган, про то испытание, которое Всевышний отправил нам, всем мусульманам, даже не только мусульманам, всем людям, всем созданиям, которые несут это великое имя человек. Аллах в Коране сказал: «Лякад халякнал инсана фи ахсани таквим». Воистину мы создали человека в лучшем образе, наилучшем образе, самое лучшее создание Всевышнего Аллаха — это человек. Человек своим познанием Всевышнего, искренностью, поклонением, он может, дорогие братья, стать даже выше ангелов. Поэтому ангелы служат людям. Ангелы служат людям. Аллах заставляет небеса и землю служить нам, человекам, зачастую неблагодарным, зачастую людям, которые творят бесчестие на этой земле. Проблема Палестины, Газы, она должна волновать члена каждой всей уммы, каждого члена всей уммы. Да, мы, когда собираемся где-то, начинаем показывать, отправлять друг другу разные видео, разные фотографии, информация, как истребляют безвинных детей, как истребляют целый народ людей, да? Но, дорогие братья, это испытание, которое Аллах отправил не только этому народу, а всем людям, да? Это не только для того, чтобы мы просто плакались, смотря на эти видео, ставили статусы, отправляли друг другу. Нужно действовать. И поэтому мы говорили, что сегодня проблема номер один. Проблема номер один — это люди умирают с голоду. Дети умирают с голоду. До этого была проблема, врачи не могли лечить, у них не было медикаментов, у них не было операционных, у них не было оборудования, они оперировали без наркоза, и поэтому из-за болевых шоков люди умирали. Это тоже все есть. Но есть сейчас еще одна большая проблема — это голод. Сейчас уже врачи не нужны, они просто умирают уже с голоду. Поэтому это большая проблема. 21 век. Мы изучаем уже другие планеты. Кто-то уже, наверное, межеванием занимается там. Вот скоро долетим до Марса, до Луны, там эту часть себе возьмем. А крошечное государство, весь мир смотрит, как умирает с голоду. Поэтому, дорогие братья, сегодня, альхамдулилля, есть возможность, чтобы наша помощь дошла до них. Было время, месяцами не открывали границы. Можно было собрать
зерно всего мира, но невозможно было пронести это туда. Поэтому пока коридоры есть. И умма, она должна проснуться. Она должна проснуться. Зуб болит, кричит, визжит, плачет, а тело спит. Тело спит. Альхамдулилля, какую-то помощь мы смогли организовать. Я помню, когда муфти, уважаемый наш Камиль Хазрат, объявил имамам, районам, что духовное управление будет собирать, мы за считанные дни, может быть, недели, 2, там, 3, мы собрали $1 миллион. И то тогда для муфтия нашего, у него сколько волос, наверное, стали седыми, да? Для него была огромная проблема донести эти средства, этот аманат до них. Это была большая проблема. И сейчас эта проблема есть, дорогие братья. Альхамдулилля, мы тогда собрали $1 миллион. Наша мечеть, мы собрали около 3,3 миллиона рублей. Не самая большая часть, может быть, но, альхамдулилля, 1/20 мы собрали из 1500 мечетей. У нас большая мечеть, да? Сегодня мы встречаемся с нашими коллегами, имамами, сельскими имамами. Они не муфтии, они не шейхи, они просто обычный имам, у которого старый минбар, старые ковры. И он не слезает с этого минбара. Он рассказывает своим прихожанам, простым сельским мужчинам, которые там сидят, которые, может быть, еле-еле несут бремя расходов своих семей, да? Они газуют за газом. И сегодня вот удивляешься тем суммам, которые они собирают. Вот в Дагестане встречались с имамом. Он еще в Казань приезжал. Скромный имам, не такой, как я. Да? Скромный. Я говорю, как у вас получается, сколько? 30 миллионов каждый месяц. 30 миллионов каждый месяц. Это не акция, как у нас. Мы вот сейчас пытаемся что-то собрать, да, потом мы снова успокоимся, да. То есть это регулярно, систематически, примерно 30 миллионов, говорят, через нас уходит. Я примерно посчитал, 28 у меня, 29 миллионов вышло. Они рассказали на еду, на палаточные городки, вот это каждый месяц. Это получается они 300 миллионов в год. 360-400 миллионов в год они только на еду отправляют. Помимо этого, они уже несколько десятков временных сооружений мечети построили, несколько палаточных городков построили. То есть Дагестан. Кто был в Дагестане? Понятно, там у нас есть братья такие, горцы крутые на джипах, но общее количество людей там живут намного беднее, чем у нас в Татарстане. В селах там люди живут очень скромно живут люди. Таких «Жигулей», как там, уже у нас в Казани нет. Москвичей. То есть вот мы больше не с бизнес-сообществом, а с фондами работаем. Вот я был в Ингушетии в фонде. Я спросил, какая у вас зарплата? 25 тысяч. Сегодня в Казани за 25 тысяч можно заставить, кого? Может быть, только учителей работать. Они же у нас интеллигенция. Сколько лет? Им же сказали, идите в бизнес, если вам денег не хватает. Нет, никто сейчас не будет работать. За 25 тысяч никто не хочет работать. Там фонды, специалисты работают с детьми ДЦП. То есть там же можно и их покалечить, не знаю, там есть риск. Их могут и засудить за это, но они за 25 тысяч. И перед офисом нет ни одной машины. Они все на автобусах передвигают, потому что они не могут купить машину. Сотрудники фонда. Вот это Ингушетия была. Кто не был в Ингушетии, это республика 500 тысяч человек. Они меньше Челнов, население у них. 500 тысяч. У нас сколько? Более 3 миллионов, да, по-моему, в Татарстане. 500 тысяч. У нас в Казани только уже, наверное, 1,5 миллиарда. Магаз, это, как у нас Казань, это центр, столица республики, 25 тысяч человек.
Когда 2 года назад они объявили сбор, люди просто закидали их одеялами, вот эти генераторами, ну, вот список дали, да, потом они остановили сборы, они тогда собрали, я помню, 150 миллионов. Это маленький Магаз, это маленькая Ингушетия, это 1-2 фонда, я и не говорю там про частные еще, другие, которые московские фонды отправляют, да, то есть вот эти крошечные республики, с мизерным доходом, даже не маленький, мизерный доход, наверное, да, люди несут, потому что они понимают, что там братьям очень плохо. Да, он, может быть, лишает своего сына чего-то, да, куда-то вот хотел поехать, ну, в горы можно им не ехать, они в горах живут, да, но, может быть, он лишил чего-то своей любимой жену лишил, да, но он понимает, что там женам намного сложнее. Там детям намного, они понимают эту тему, они живут этой проблемой. А мы пока, дорогие братья, даже если какую-то часть своих эмоций, своих чувств, своих средств мы им отдаем, это очень мало. У нас ничего не меняется, мы ничем не жертвуем. Я об этом уже говорил. Мы также обновляем свои машины, обновляем дома, также мы еще покупаем квартиры. Ну, пока деньги есть, давай там, пока деньги есть. Помоги братьям. Невозможно купить все машины. Вот найди самый крутой, самую последнюю модель Мерседеса, купи. И будь уверен, завтра найдется в Казани другой, который купит круче, чем у тебя. Невозможно там догнать, перегнать всех. Поэтому ученые говорили, если увидишь кого-то, который обогнал тебя, это прекрасное правило, дорогие братья. Запомните это правило. Надо табличку такую придумать красивую, как Аятель Курси. В спальню каждому вешать или в коридор. Да? Ученые сказали, если увидишь того, кто обогнал тебя в мирском, обгони его в вечном. Обгони. Вот он обогнал тебя в мирском, у него машина круче, чем у тебя, у него дом больше, чем у тебя. Тяжело тебе его обогнать? Да, а ты возьми, обгони его в том, что касается вечной жизни. Сделай так, что твой дом в раю будет больше, чем его. Поэтому, дорогие братья, мирская жизнь, сколько бы мы ни гонялись за ней, а мы ее не догоним. Мы ее не догоним. Поэтому вот видно, что вот эти дагестанские, ингушские, горные какие-то аулы, да, они живут этой проблемой. Я не говорю, что там в Ингушетии 150 миллионов собрали, и 100 из них там Гуцериев там с Москвы отправил. Вот давайте, да? Нет, там нет олигархов таких, ну сумм таких. Да, они, олигархи, занимаются, там башни восстанавливают, еще что-то. Я сейчас не об этом. Я вот про эти сборы. Там, если они 150 миллионов собрали, это огромное количество людей, сердец собрали это. Если Дагестан собирает там 30 миллионов только на еду в месяц, да, вот иногда некоторым говоришь, нашим бизнесменам, они, так у них Керимов есть. Вот в этих 30 Керимова нет. У него свои проекты, огромное количество проектов. Да? Я не говорю, что он не помогает. Это другие казны, другие фонды. У него свой фонд есть там. Вот я не знаю, у татарских олигархов есть у нас фонды, которые спокойно они помогают, они и СВО помогают, сотни миллионов иногда у них в месяц отправляют на СВО, как гуманитарка, да. И фонды, и мечети строят. Вот у нас даже татарских олигархов не так много еще. Вот. Поэтому, дорогие братья, они живут этой проблемой. И самое легкое, если вот изучить весь путь от нас до наших братьев, до стола наших братьев, до тарелки, если изучить этот путь, поверьте, дорогие братья, просто отдать деньги — это самое легкое. Самое легкое — отдать деньги. Остальное намного сложнее. Как выстроить вот эту систему официальную, не втихаря, через там какие-то карманы, нет. Фонды сегодня так не работают. Это ненадолго.
Сегодня и прокуратура, и налоговые, и правительство это все видит. То есть деньги, которые мы отправляем куда-то не туда, они не должны уходить. Аллах сохласын, где-нибудь в Сирии вылезет и все там подставятся. Нет такого. Фонды работают здесь очень серьезно. Поэтому все официально. Например, вот я когда в Москве встречался с фондом Закат, у них официальные, согласованные договора с 30 странами. 30 стран, у них договора с ними. Поэтому они работают через МЧС, через МИД работают, Министерство иностранных дел. Да? Поэтому это очень сложный механизм. Здесь нельзя и людей подставлять. Поэтому они должны донести эти деньги туда. То есть самолетов не хватит на муку, на хлеб. Поэтому некоторые часть, если самолетами МЧС, бортами уходят, то некоторые часть там покупают. Где-то в Турции, где-то в Египте, фурами завозят. Где-то там в Газе покупают. Ну да, иногда намного дороже это получается, но вынуждены покупать там. Поэтому это героический труд фондов, волонтеров, организаторов, чтобы наши деньги дошли до них. Поэтому самое легкое это просто скинуться и передать фонды. Самое сложное это там. Поэтому это очень важно, дорогие братья. И следующий момент Газа, мы должны понять, это не только проблема мусульман. Сионисты христиан не убивают. Столько христиан, которые нормально, мирно жили с мусульманами в той же Газе. Иудеев, всех истребляют народ, а не только так, ты мусульманин, все, тебя убиваем, а ты христианин, нет, ты у нас это. Нет, христиан убивают. Разрушают как мечети, так и взрывают церкви. Поэтому это геноцид против целого народа, а не просто против какой-то религии или мусульман. Поэтому это боль не только нас, мусульман, это боль всего человечества. Люди, которые несут этот флаг, знамя человека, это наша боль. И почему в Европе мы видим, в Америке, даже в том же Израиле, почему люди выходят на улицу, да, и говорят, остановите этот геноцид, это истребление людей, детей. Почему они уходят? Потому что в них есть что-то человеческое. Почему в Европе встают депутаты парламентов и говорят, что вы делаете? Нам нужно остановить это. Это же потому что это преступление против человечества. Людей убивают только за то, что они жили там издревле в этом месте. И говорят, уходите, вы нам мешаете. А ведь многого еще мы не знаем, дорогие братья. И мы бы не знали, если бы вот это не случилось. Поэтому на все воля Аллаха и мудрость Аллаха. Поэтому, дорогие братья, тема очень важная. И это показывает наше состояние уммы. На себя, на нужды семьи, близких мы расходуем огромные средства. Каждый из нас. Можете посчитать. Я не хочу сейчас считать чужие деньги, чужие расходы. Вот пускай каждый посчитает, сколько он расходит в месяц, в год для своей любимой, родной семьи, жены. Ведь для себя любимого это всегда святое, да? И из этого количества, из этой суммы, какую часть мы жертвуем для наших братьев, которые умирают с голоду. Поэтому вот альхамдулилля, обрадовался. Позавчера мне позвонила одна семья, наша одна семья, не буду показывать. Они сказали, с нас 1 миллион. Альхамдулилля. Они поговорили, отец с сыновьями поговорил, и они решили, все, мы выделяем с нашего бюджета 1 миллион. Аллах им дает, они дают, альхамдулилля. Поэтому я не говорю сейчас всем, давайте по 1 миллиону скинемся, да? Но каждый по мере своих возможностей. Но мы должны, наша искренность должна дойти до них. Это не только деньги, это не только хлеб, это наша искренность, это наше переживание за них. И сегодня умма, если взять глобальную мусульманскую умму, сегодня, если она объединится, она может не только хлебом, дровами обеспечить,
мы можем закопать, закидать их долларами. Вот недавно я слушал лекцию. Индонезийский университет провел исследование. Только в Америке, в США, мусульмане, я говорю только про наших братьев, мусульмане выделяют закат в год 1,8 миллиардов долларов. 1,8 миллиардов долларов. Это только закат. Это 1/40 часть. Мусульмане могут больше. Так мы, дорогие братья, почему тогда братья не могут дрова найти? Мусульманский мир может предложить братьям в Палестине вместо дров доллары. Вот дров у вас нет, вы под пулями там добываете дрова, давайте мы вам вместо дров доллары отправим, вот пачками пускай сжигают. Умма это может позволить, но их нет. Они хлеб не могут найти, они воду не могут найти. А я еще не говорю про арабские страны, арабских шейхов, которые самолеты меняют, как перчатки, которые бриллиантами свои машины покрывают. Поэтому, дорогие братья, вот поэтому Трамп приезжает к ним, всех их собирает и говорят: давайте скидывайтесь. Мне $1 миллиард вами на развитие Америки. И все ему отправляют. В Газу не отправляют, Аллах им дает, а они не, и говорит: дайте им, помогите братьям. Они говорят: нет, у нас своих проблем много. Потом Аллах отправляет Трампа. Трамп приезжает в арабскую страну, собирает всех шейхов и говорят: с вас $3 миллиарда на развитие Америки. Никто не писнет даже. Все дают. Вот Аллахка бирмадың, аңа бирасың. Вот поэтому, дорогие братья, проблема очень актуальна. Она выявляет огромное количество наших проблем, наших болезней. Зуб болит, а тело спит. И эта проблема, она будет идти дальше, пока мы не поймем. Поэтому вот с фондами, пока на сегодня мы собрали где-то 7,6 миллионов рублей, это не наша мечеть. Мы с ящика вот 570 тысяч вышло за неделю, и где-то, наверное, столько же с QR-кодов на счет. Ну, пока вот где-то мы 1 миллион собрали. А так, в общем, у нас 7,6 миллионов мы собрали. Это вот с фондами. Ну, дорогие братья, Дагестан в день такое собирает. И поэтому, и постоянно. Поэтому, дорогие братья, давайте проснемся, да, и поможем нашим братьям. Сборы, они должны превратить, мы должны помогать, пока мы не решим эту проблему до конца. Аллах бізге бәрәкәт берсін, ярдәм берсін. Субханак Аллахума бихамдик, шаду алла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.